Добрый вечер, уважаемые телезрители. В студии «Вечерний чай» удивительный гость, интересный собеседник. Автаева Тамара Андиевна, кандидат биологических наук, проректор Чеченского государственного педагогического института по научной и международной деятельности. Добрый вечер, Тамара Андиевна. Добрый вечер, Итак, для начала разговора первый вопрос. А как в стенах Чеченского государственного пединститута обстоит дело с аспирантурой, с учебой? Как? Нужно сказать, что вот в этом году такая у нас тенденция, то есть люди идут в науку, молодые люди, то есть наши выпускники. И вот в этом году у нас поступило 103 человека в аспирантуру, всего учатся 164 человека. И нужно сказать, что многие выпускники, они начинают интересоваться вопросами поступления в аспирантуру, что это вообще такое, что значит шагнуть в науку. И они приходят к нам, мы их консультируем, и потом они поступают. Поступают в аспирантуру. У нас 8 специальностей, по которым можно поступить. И я надеюсь, что многие из них защитятся, станут кандидатами, молодыми кандидатами наук до 35 лет. И дальше продолжат обучение в докторантуре. Итак, мы желаем удачи всем аспирантам Чеченского государственного пединститута, но тема нашего разговора – это фестиваль науки, который был проведен в стенах данного института. Да. Скажите, цели, задачи, представительства… Может быть, краткая история возникновения фестиваля науки? Как известно, фестиваль науки существует уже где-то более 175 лет, если сказать точнее. Впервые фестиваль науки был организован в Великобритании. То есть уже тогда люди задумались о том, что нужно говорить обществу, рассказывать о том, что происходит в лабораториях, над чем работает ученый и как наука влияет на качество жизни вообще. Но в Россию фестиваль науки пришел в 2006 году, и организатором был Московский государственный университет МГУ имени Ломоносова. И сейчас, нужно сказать, в 2013 году где-то 65 регионов приняли участие. Это Всероссийский фестиваль науки. В 2014 году уже 70 регионов. И мы тоже в этом году приняли участие в работе Всероссийского фестиваля науки. Каким образом? Есть сайт Всероссийского фестиваля науки, где мы зарегистрировались и выставили объявление, что у нас проходит в институте в рамках фестиваля науки проходят такие-то, такие-то мероприятия. Значит, наш фестиваль науки – это уже 3-й по счету. Мы начали с 2012 года. И он проходил с 1 ноября по 1 декабря, так как первый фестиваль науки, он был у нас назван все-таки «Неделя науки», и мы пытались в течение недели проводить мероприятия, но не все кафедры успевали, а у нас их 28, и все хотели провести свои какие-то мероприятия разного уровня. В 2013 году мы решили проводить целый месяц. То есть в течение месяца после занятий в субботу, у нас в субботу, в такие дни после занятий мы проводим мероприятия различного уровня. То есть, я так понимаю, фестиваль науки ЧГПИ, мы видим, что мы часть научного поля громадной страны. Да. Мы органически в нем присутствуем, мы присутствуем. На равных. Да, я думаю, на равных, и это дает нам возможность, то есть такие открытые объявления на сайтах Всероссийского фестиваля науки дают возможность привлекать людей со стороны. И такой пример яркий у нас по патриотическому воспитанию был круглый стол на кафедре истории проводила. Это в рамках фестиваля? В рамках фестиваля науки, да. И нам позвонили из телекомпании ТВ-центр, программой «Мозговой штурм», и сказали, что научный руководитель этой программы Малинецкий Георгий Геннадьевич, да, и Анна Урманцева, это ведущая и автор этой программы, что они хотят принять участие в работе нашего круглого стола.
числа. Причем вот Георгий Геннадьевич, он является вице-президентом нанотехнологического общества России, он доктор физико-математических наук, и он научный руководитель вот этой программы «Мозговой штурм». А Анна, она автор программы, причем вот она получила премию за владение русским языком, то есть она считается самым грамотным журналистом. И вот эти люди приехали к нам в институт. Значит, господин Малинецкий у нас прочитал открытую лекцию для наших студентов, преподавателей. Она была очень интересная по современным проблемам. Вот. И вот они посидели, послушали, пообщались с нашими студентами, с профессорско-преподавательским составом. И впечатлений было много у наших ребят. Более того, Тамара, я вам скажу, что и Анна Урманцева, и Георгий Малинецкий сидели как раз-таки вот на вашем месте, да. И они достаточно высоко отзывались, и, может быть, даже с некой долей восторга, допустим, о том русском языке, который в нашем научном пространстве чеченском, вот восхищались. Но скажите мне, задачи и цели, которые вы определяли в начале фестиваля, конечно, рано подводить итоги конкретные, но хотя бы предварительные, все получилось так, как вы задумывали? Да, я думаю, все. Нам удалось привлечь большое количество молодежи. То есть, мало того, в этом году у нас было не только студенчество, но и школьники. То есть, вот 29 ноября в субботу мы провели первую республиканскую научно-практическую конференцию школьников «Мост в науку». И мы надеемся, что конференции будут ежегодными. Вот. И у нас принимали участие в работе этой конференции школьники. Причем это были 5-й класс, даже девочка, второклассница, приехала со своим проектом рассказать о своем таком первом научном исследовании. Это вообще было удивительно. Наши преподаватели были в восторге от этих детей, потому что они реально провели какое-то маленькое исследование. И вот на этой конференции в работе секции докладывали о том, как они провели. А вообще насыщенно проходили мероприятия? Да, очень насыщенно. Нужно сказать, что мы провели более 100 мероприятий. Более 100. Это, конечно, они разного уровня. Были встречи с известными учеными, с политиками, были круглые столы, причем на разную тематику. Это и патриотическое воспитание, это и проблемы педагогического образования. Если говорить о том, что сейчас идет в рамках модернизации педагогического образования, это очень актуально. Один круглый стол у нас был посвящен качеству образования, причем именно оценка роли студенческого самоуправления в качестве образования. То есть как студент сам должен быть заказчиком знаний, которые он должен получить. Если он приходит в вуз, он должен понимать, чего он хочет, и, соответственно, должен какие-то требования должны быть вот к этому вузу, в котором он учится. Именно оценка со стороны студенчества. И вот обсуждалось очень много вопросов в этом плане, как улучшить качество образования в вузе и как привлечь студенчество вот к этому процессу. Да, пожалуйста, продолжайте. Да. Ну, были тренинги различные психологические, мастер-классы. Прошла большая региональная конференция по русскому языку. То есть все кафедры, буквально все кафедры, вот 28 кафедр по разным направлениям, они проводили свои конференции, круглые столы, мастер-классы. Активно обсуждались вопросы экологии, экологического состояния окружающей среды в Чеченской Республике, вообще глобальные проблемы современности, проблемы молодежного воспитания молодежи, проблемы наркомании и так далее. То есть там настолько широкий круг вопросов обсуждался, даже вот такие философские вопросы. То есть вот кафедра философии провела круглый стол, посвященный 230-летию выхода в свет эссе Иммануила Канта. Значит, ответ на вопрос, что такое просвещение. И такие вопросы обсуждались. То есть говорили обо всем, что сегодня интересует. То есть это самый широкий круг и самый широкий диапазон обсуждаемых проблем. Да. И везде присутствовали именно студенты. Да.
Конечно. Студенты, аспиранты наши, молодые преподаватели, профессора, доценты, все практически были вот задействованы. Причем нужно сказать, что наш фестиваль, он не только в рамках республики, он выходит и за границы республики, то есть к нам традиционно вот об этом приезжают, подробней. да, традиционно приезжают из соседних наших республик, это Осетия, это Дагестан, это Кабардино-Балкария. Вот, то есть с большим интересом и с большим таким с желанием приезжают люди, они готовы принимать участие. Мы недавно были на международной конференции в Осетии, это Северо-Осетинский государственный университет, вот, и там наши коллеги говорили: мы вам завидуем, у вас такой город, к вам приезжаешь, это настолько красиво и все замечательно. И они подчеркивали, что очень важно, вот политика, сегодняшняя политика республики, она действительно правильная в плане воспитания молодого поколения, потому что, ну, о каком качестве образования или о чем можно говорить, если мы не воспитаем личность, да? Только вот так мы можем решить проблемы. То есть духовность, нравственность, на первом, гуманизм – это тот фундамент, на котором и должны расцветать все конкретные науки. Все остальное потом пойдет у нас, если мы сможем в сознании изменить. То есть люди должны понимать, нести ответственность за все, что происходит. А вы знаете, Тамар, я, к сожалению, не смог во многих мероприятиях принять участие, но вот, допустим, конференция, которая проходила на гуманитарном факультете, секция литературы, я там лично присутствовал. И я хочу отметить, что относительно всех тех предыдущих конференций, совсем молодые студентки нашего гуманитарного факультета, они подготовили великолепные, научно выверенные доклады по литературе. И я как раз таки и хочу сказать, что, допустим, гуманитарная составляющая фестиваля, она превалировала, она имела свой акцент и свой приоритет имела. Вот я, например, хочу сказать, студентка, первокурсница, она подготовила доклад о... Вы представляете, такая тема, она звучала так. Тема домашнего очага и домашнего уюта в романе Булгакова «Молодая гвардия». Может быть, если бы не те трагические события, которые произошли в республике, я бы, наверное, не обратил на это внимания. Но как это актуально сегодня, сейчас и здесь. Что дороже семейного очага быть не может. Конечно. Или, например, студентка-пятикурсница, ну просто великолепный доклад, сопоставительный анализ творчества, стихотворного творчества Мамакаева и Есенина. То есть какие-то ценности общечеловеческие, они везде и у всех, независимо от национальности, от конфессиональной принадлежности. Это было просто великолепно. А я что хочу вам сказать. Вот, допустим, мы с вами разговариваем о фестивале науки, и нас видят... в ближнем и дальнем зарубежье. А если кто-то изъявит желание, допустим, приехать и продолжить свой научный рост вот в нашем институте, кто-то захочет учиться. Да, конечно. У нас международная деятельность тоже набирает обороты, потому что у нас есть, во-первых, определенные договорные отношения о сотрудничестве со многими вузами. В частности, вот в Германии Фрайбург, это педагогический вуз, педагогический университет Фрайбурга. Вот, мы в декабре заключили с ними договор о сотрудничестве. И вот уже в рамках этого сотрудничества я сама выезжала в Германию, я 4 месяца была в этом педагогическом вузе, ходила на семинары, ну, в первую очередь учила язык, потом посещала семинары, смотрела. То есть мы говорим вот о болонском процессе, да, о том, что мы должны входить вот в это то есть как бы быть ближе к европейскому образованию. На самом европейской деле, парадигме. Да, нас все время... Да, на самом деле есть чему поучиться, вот, и мне кажется, это было бы очень полезно. Вот они тоже считают, что очень важно вот эта академическая мобильность. То есть, когда студенты выезжают в другие вузы,
когда преподаватели выезжают, когда к нам приезжают, понимаете, это вот этот межкультурный диалог, как раз он очень важен на самом деле, и поэтому мы сейчас делаем все, чтобы как-то вот поставить на определенный, на высокий уровень международную деятельность и, в частности, академическую мобильность. Вот в мае у нас студенты наши, которые изучают немецкий язык, они на 2 недели едут, это первый такой вот у нас выезд, едут в Германию, во Фрайбург, вот, и там уже для них подготовлена программа, то есть они будут посещать семинары, они будут работать в тандеме с немецкими студентами, то есть каждый из них будет иметь как бы человека, который будет его сопровождать, курировать всю эту поездку, да, и вот буквально на днях у нас вернулась из Фрайбурга доктор наук, профессор Бетельмирзаева Марит, она была там на стажировке, вот, то есть, и, конечно же, мы будем рады, если люди изъявят желание учиться у нас, то мы готовы. Как студенты, так и аспиранты. Как студенты, аспиранты, да. Да, конечно. А, допустим, действительно, если вот я не думаю, что это просто разговоры перед объективами, ну действительно, а какие условия будут созданы? Проживание, ну безопасность это очевидная вещь, у нас самый мирный город. Самый мирный, да, город и республика. Да. Ну, в плане проживания есть общежитие в педагогическом институте, и мы готовы предоставить общежитие, мы об этом и говорим. Вот у нас буквально недавно были желающие поступить из Кореи. То есть они готовы сначала пройти годичный курс обучения русскому языку, а затем, возможно, поступление в педагогический институт. Вот. И мы, конечно же, будут предоставлены условия проживания в нашем общежитии. Вот. Ну и я думаю, что мы максимально будем их опекать, потому что у нас их немного, иностранных студентов. Но это только начало. Это только начало, да, я надеюсь. Потому что несколько лет назад мы не имели такой возможности, потому что люди боялись, не всегда хотели приезжать. Да? Сейчас наоборот. Сейчас то есть такая этот негативный ореол, он постепенно уже рассеялся абсолютно. Да, да. Потому что вот мы были буквально недавно в Донском техническом университете, и коллеги прям говорят, мы приедем, целая делегация готова приехать сюда, у нас тоже подписан договор о сотрудничестве. Вот. То есть вот в плане сотрудничества с другими вузами, я думаю, что это очень важная на сегодняшний день задача перед вузом. Почему? Потому что вот очень хочется, чтобы наши студенты имели возможность выезжать в другие регионы, выезжать в другие страны и проходить стажировки, практики, может быть, посещать лекции, семинары. Вот. То есть, на самом деле, таким образом происходит межкультурный диалог, они знакомятся с другими людьми, они видят, как это происходит в других регионах, да, образовательный процесс, ну и все, в принципе, то жизнь лучшее, и так что далее. есть Да, там, они... Да. Можно, конечно, взять, и нужно, то есть посмотреть, изучить, и вот тот положительный опыт, которым можно использовать его, конечно, я думаю, что это нужно делать. Но мы не очень много говорили, допустим, о повышении качества школьного образования. Вот как фестиваль повлиял на это? Ой, я надеюсь, что, во-первых, у нас есть базовые кафедры, то есть буквально с 2013 года мы начали тесно сотрудничать со школой. Всегда сотрудничество, конечно, педвуз всегда был со школой близок, да, но сегодня вот модернизация педобразования говорит о том, что необходимы более тесные контакты со школой. Вот. И у нас есть базовые кафедры, то есть наши студенты каждую неделю ходят в школы, они бывают у опытных преподавателей на занятиях,
посещают эти занятия, сами проводят какие-то первые вот свои уроки. Это помимо практики педагогической. Вот. И сейчас вот мы как раз со школой, например, 14-я гимназия, да, вот города Грозного, в сентябре у нас был в гостях профессор Хунеке, это проректор по вот об этом учебной... подробнее. Да, проректор по учебной деятельности из Фрайбургского педагогического университета. И мы сейчас пытаемся через Гёте-институт вот сделать так, чтобы эта школа была с углубленным изучением немецкого языка. 14-я. 14-я гимназия, да, да. Вот. И профессор Хунеке был у нас в гостях. Он посещение гимназии, значит, вот посетив гимназию, он ответил на те вопросы, которые перед ним поставил Гёте-институт. Вот сколько учеников, сколько учителей, какое вот, качество образования, условия в школе. Вот. И я надеюсь, что все-таки мы сможем сделать эту гимназию с углубленным изучением немецкого языка в рамках сотрудничества нашего. Причем это получается такое сетевое взаимодействие. То есть Фрайбург педагогический институт, наш педагогический институт и гимназия. Сейчас это очень важно, вот сеть взаимодействия в сети. То есть когда средняя школа, дошкольное образовательное учреждение, вуз взаимодействуют и происходит апробация вот этих новых программ на площадках дошкольного образования, детских садов, да, школ и так далее. Но ведь это не только сетевое общение, потому что я своими глазами видел, как наши учителя сельских школ иностранного языка были собраны этим профессором, да, и да. он проводил с ними да. какие-то занятия, мастер-классы. Да, он проводил мастер-классы. Они общались, говорили о тех вот проблемах, которые сейчас существуют, но в частности немецкий язык, он последние годы не так востребован, котируется, да, вот, да, почему-то. как-то в основном все-таки есть желание изучать именно английский язык, но мне кажется, что немецкий язык и вот именно взаимоотношения с Германией имели бы положительный какой-то результат. Вот. И поэтому у нас вот пролицензирована специальность немецкий язык, английский, то есть первый немецкий, второй английский. И нужно сказать, что студенты, у них появился такой стимул, когда они поняли, что они смогут поехать туда и вот в этой языковой среде пообщаться с людьми на языке, на немецком языке в частности. Вот это, конечно, здорово. Вот. И то, что касается школ, ну, я думаю, что это вот такие первые шаги, которые мы делаем, и что они будут иметь положительный результат. И это для нас важно, потому что в педагогический институт должны идти лучшие ученики, лучшие выпускники, для того, чтобы завтра у нас был качественный состав педагогический еще лучше. Почему? Потому что, вы знаете, вот я задавала вопрос немецким студентам, которые учатся в педагогическом вузе. И нужно сказать, что они мотивированы изначально, то есть они идут туда, зная, что они будут учителями школ. Вот. И я спрашиваю, ну почему такой интерес, да? Это все связано с зарплатой, с материальной стороной этого вопроса. Они говорят, нет, просто учитель это креативная профессия. То есть он может, да, учитель, преподавая, да, вот детям, проводя урок, он может творчески подойти к этому, и он не ограничен никакими рамками. Вот, и поэтому для них это тоже очень важно. И вот мне хотелось бы, чтобы наши студенты тоже были мотивированы именно с этой точки зрения, что они могли бы вот проявить свое творчество в преподавании. А скажите, вот вы говорите мотивированные, а День открытых дверей, который проходит, да. допустим, в нашем да. педагогическом институте, да, это ж своеобразное конечно, тоже... Конечно. То есть каждый факультет организует выставки, да, рассказывает о том, по каким направлениям, по каким специальностям обучаются у нас студенты, показывают, что у нас есть, показывают наши лаборатории, аудитории. А нужно сказать, вот у нас, когда была конференция по русскому языку, да, коллеги отметили оснащенность наших аудиторий. То есть у нас есть все для того, чтобы проводить
проводить качественные лекции, качественные практические занятия. Вот. И поэтому нужно отметить, что в школах то же самое. Вот мы были в 14-й гимназии, так там каждый класс он оснащен техникой. То, что сегодня необходимо, это различные презентации, да, презентовать детям. То есть дети сами какие-то делают проекты и презентуют их. То есть... Но в институте интерактивные доски, Да. компьютерные кабинеты, лингофонные кабинеты, Да. это все присутствует. Да, это все присутствует, и практически все аудитории у нас оснащены. А скажите, это такое любопытство, допустим, День открытых дверей, действительно есть связь между проведением Дня открытых дверей и наплывом абитуриентов во время... Я думаю, что да, потому что это очень важно. Дело в том, что кроме Дня открытых дверей, наши преподаватели с разных факультетов, они с профориентационной такой работой выезжают в сельские школы, рассказывают об институте, рассказывают о профессии учителя. И вот пошагово, да, то есть какие-то выезды, мероприятия, которые мы организуем вместе со школьниками, базовые кафедры, День открытых дверей, все это вместе способствует тому, что все-таки интерес к профессии учителя, да, он все-таки повышается. И все равно на острие этой пирамиды образовательной, вот мы говорим о науке, о Германии, о разных технологиях, и все-таки школьный учитель, именно Да, школьный учитель. Да, это основа, конечно. Скажите, а опять же любопытство, мне, телезрителям, студенты, как технология будет отбора, допустим, для того, чтобы студент, учащийся, попал, допустим, в Германию? Что это? Это углубленное знание языка, это какие-то морально-нравственные качества. Вот каким образом это будет проходить? Да, мы отбираем, во-первых, лучших студентов, которые хорошо учатся. Это прежде всего оценки в зачетной книге. Нет, первое, это, конечно, знание языка. Знание языка, Так. Почему? Потому что они должны посещать семинары, причем семинары идут на немецком языке, и они должны их понимать. Да. А для этого уровень их знаний должен быть не ниже B1. Вот есть определенные уровни знания языка, шкала, да. Я, к сожалению, первый раз слышу. Вот B1 – это уровень, который позволяет понимать смысл, о чем говорят. B2 выше. Вот у них должен не ниже этого уровня знания языка должны быть. Вот. И, соответственно, мы, конечно же, отбираем в первую очередь людей, которые знают язык на определенном уровне, которые смогут, поехав туда, получить что-то полезное для себя. То есть посмотреть, во-первых, структура образования Германии, да, она немножко отличается. Затем сами технологии, методики, которые используются в преподавании, они очень интересные. И так как они будущие учителя, они должны это видеть. А тем более это немецкий язык как иностранный, они будут преподавать его как иностранный язык. И поэтому мы и отправляем их вот по этой специальности немецкий язык как иностранный, с методиками и так далее. То есть, я так понимаю, вкладывая финансы в образование сейчас, республика вкладывает, все равно через несколько лет, будут пусть 5-10, конечно. Результаты будут Конечно, это однозначно. Республика будет процветать. Да, это однозначно. Вот эта преемственность поколений, то есть мы уйдем, на наше место должен прийти кто-то другой, и нужно, чтобы он был лучше. То есть наши ученики должны быть лучше нас. Вот, и поэтому вот мы стараемся делать все, чтобы было именно так. Вам громадное спасибо. Как-то время пролетело незаметно, но у вас есть 45 секунд обратиться к жителям республики. Молодежь, учителя, на ваше усмотрение. Да. Мне хотелось бы в первую очередь пожелать всех благ, всем жителям, да, нашей республики. И, наверное, хочется обратить внимание вот именно на образование.
да, ну, потому что это наша миссия, педагогический институт, и поэтому очень важно, чтобы у нас наше молодое поколение было образованное. Вот. Причем я понимаю, что сейчас учиться никогда не поздно, а сейчас это настолько важно, то есть на всем протяжении своей жизни человек должен учиться. Вот. И поэтому удачи вот именно вот в этом. Вам спасибо, а вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях была Автаева Тамара Андиевна, кандидат биологических наук, проректор Чеченского госпединститута по научной и международной деятельности. Громадное вам спасибо. Спасибо вам.